Крым всегда был русским. Путин verstehe. Украина – это вообще не нация. Alternative für Deutschland. Германия пока еще остается демократией. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. В последние десятилетия Германия оказалась в центре множества геополитических вызовов, от аннексии Крыма России до роста популизма внутри страны. Февральские выборы в Бундестаг, как и давление международных реалий, лишь обострили дискуссию о том, способна ли Германия занять лидирующие позиции в Европе. Как отражается на ФРГ ее политика в отношении России? И чего ожидать региональной России в случае пересмотра Берлином своей роли в Европе? Об этом поговорим с немецким журналистом, публицистом, который пишет в Frankfurter Allgemeine Zeitung, Николаем Клименюком. Николай, добрый день. Здравствуйте. В 2014 году именно как раз в эти дни происходила аннексия Крыма России. Как Германия меняла свое отношение к захвату полуострова Москвой? Это очень болезненный лично для меня вопрос, потому что я крымчанин. И наблюдать реакцию Германии на события было довольно неприятно. Вначале, то есть в 2014 году, еще в процессе того, как события разворачивались, Германия просто более-менее делала вид, что ничего не происходит. Там какая-то выражалась озабоченность. Постепенно складывалась такая ситуация, что с одной стороны аннексию Крыма формально осудили, с другой стороны постоянно звучали голоса, которые говорили: ничего страшного не произошло, Россию нужно понять, все-таки есть какая-то и наша вина в том, что произошло, потому что мы проигнорировали озабоченность России своей безопасностью, расширением НАТО на восток, и к тому же Крым всегда был русским. О том, что Крым всегда был русским или Крым всегда был российским, по-немецки это лингвистически никак не отличается, можно было прочитать и в ведущих изданиях, и услышать из уст ведущих политиков, в основном политических пенсионеров. Приблизительно то же самое, такое же отношение было и к Украине в целом. Например, в начале 2015 года бывший канцлер Гельмут Шмидт дал интервью, которое произвело довольно много шума, в котором он сказал, что Украина – это вообще не нация, и Крым всегда был русским, а там живут люди, которые говорят по-русски, Восток, Запад. В общем, это не настоящая страна. Это уже пожилой человек, политический ветеран, произносил, артикулировал то, что, можно сказать, было такой суммой общественного отношения Германии к Украине в целом и к Крыму в частности. Потом, несколько раньше, в декабре 2014 года, было опубликовано так называемое письмо 60, которое начиналось словами «Снова война в Европе, не от нашего имени», в котором призывали подписанты, среди которых был бывший канцлер Шрёдер, бывший президент Федеративной Республики Роман Герцог и много бывших глав федеральных земель, федеральных министров и важных политических и общественных деятелей, которые призывали
отнестись с пониманием к России, не эскалировать ситуацию. И вообще там удивительные слова звучали, что нужно понять ужас России от расширения НАТО на восток. Ну и вот в такой атмосфере Германия более или менее жила до начала полномасштабного вторжения. То есть там продолжался проект строительства газопровода, простите, «Северный поток-2». Германия продала дочернему предприятию «Газпрома» значительную часть своих газохранилищ, которые, сюрприз, в 1922 году после начала полномасштабного вторжения оказались пустыми. И вообще слабо реагировала на всяческие проявления российской агрессии, которая, в свою очередь, постоянно усиливалась в отношении Германии. Там были и хакерские атаки на Бундестаг, и хакерские атаки на, например, штаб-квартиру правящей тогда партии ХДС, и так называемые проявления гибридной войны, ну, там разного рода провокации. Скажите, вот чем это можно объяснить? В немецком языке есть даже фраза «Путин verstehe», то есть те, кто с пониманием относится к политике Путина. Видимо, вот то, что вы сейчас описали, можно охарактеризовать именно этим словом. Вот этот подход, он чем обусловлен? Это исторический бэкграунд или что? Или вот какое-то чувство вины перед Россией из-за войны? Ну, здесь много разных факторов повлияло на то, что отношение было именно таким. Во-первых, конечно, есть такая сложившаяся в Германии историческая традиция относиться к России с некоторым элементом, так сказать, романтической идеализации. Это такое воображаемое пространство чего-то, волшебное практически, неограниченных возможностей. Там же загадочная русская душа, которая с конца XVIII века Германию очень тревожит, и так далее, и так далее. Ну и как бы большая, сильная страна, которая находится рядом. Плюс Германия сама перешла от состояния феодальной разобранности к состоянию империи, и Россия – это была та империя, в направлении которой она буквально расширялась и на которую она смотрела в каком-то смысле как на образец. Вот, так что, когда в Германии звучали и даже абсурдным образом до сих пор звучат такие слова, как «наш сосед Россия», то нужно понимать, что за этим стоит некоторая историческая реальность. Россия действительно, Российская империя была соседом немецкого рейха, а с 1939 года до 1941 соседом этого самого рейха был Советский Союз. Так что, значит, есть представление о некотором соседстве, близости и особенных отношениях. Другое – это, конечно, влияние советской и российской пропаганды. Ну, Германия, понятно, во время Холодной войны была, так сказать, ареной боевых действий этой самой Холодной войны и, возможно, ареной боевых действий войны горячей, и на нее была направлена и пропагандистская машина, и разного рода там, активности спецслужб и так далее. То есть там активно вербовались люди, налаживались контакты, внедрялись всеми способами в общественное сознание разнообразные, выгодные для Советского Союза, а потом и для России нарративы. Ну, а то, что вы упомянули историческую вину, это связано как раз вот с таким представлением о соседстве империи. Дело в том, что Германия
ну, она сама со своим имперским прошлым не очень разобралась. И ей империи континентальные, похожие на нее, ну, то есть Россию, понять довольно сложно. Да, Германия сама, там, Пруссия, которая потом превратилась в немецкий рейх, очень долго увеличивалась за счет продвижения на восток и ассимиляции разных народов, которые, значит, попадали, ну, не то, что попадались ей по пути, ну вот, которые там жили. Да? И эта ассимиляция, ну, привела к тому, что там большая часть этих людей просто стали немцами. Вот. И собственная такая история несколько, сказать, искажает оптику при взгляде на Россию, потому что что такое Россия, немцы понимают. А вот все, что между Германией и Россией, эти какие-то маленькие страны, это ну, какие-то там, значит, непокорные провинции, которые чего-то там себе придумывают, зачем-то хотят отделиться. Поэтому Украина очень долгое время оставалась для Германии и для некоторых, и части ее до сих пор остается такой отколовшейся частью России, непокорной, да, где там какие-то смутьяны, националисты чего-то там набаламутили. Но если мы говорим о Германии, есть вполне конкретные силы, которые призывают к тому, чтобы налаживать отношения с Германией. И прежде всего это довольно популярная нынче партия «Альтернатива für Deutschland» или «Альтернатива для Германии». В марте 2024 года вы написали колонку для ФАЦ, в которой связали укрепление позиции партии АДГ в Германии и других популистских партий с непоследовательной политикой в отношении России. Что вы имели в виду? Вы можете здесь поподробнее рассказать? Ну, во-первых, нужно сказать, что пророссийски настроенные политики и какая-то там более или менее развитая пророссийская сеть существует внутри практически всех крупных немецких политических партий, за исключением разве что зеленых. И поэтому говорить, что там сильнейшая поддержка альтернативы для Германии связана с тем, что это такая вот супер пророссийская партия, ну, наверное, не совсем правильно. Социал-демократическая партия, которая до сих пор остается правящей, канцлер Шольц социал-демократ, вполне могла считаться, ну, если не пророссийской, то, по крайней мере, довольно дружественно настроенной к России. Социал-демократом был Герхард Шрёдер. Его политическое наследие заключается не только, значит, в дружбе глубокой с Владимиром Путиным и с тем, что были инициированы разные экономические проекты, но оно заключается и в том, что в партии сохраняют сильные влиятельные позиции люди, которые были связаны со Шрёдером и так или иначе участвовали в политике сближения с Россией. Вот. И поэтому неудивительно, ну и такая же приблизительно сеть была, может быть, несколько менее заметная, была в другой крупной политической партии, Христианско-демократическом союзе и Христианско-социальном союзе, его баварской партии сестринской партии. В общем, партнерской партии, да. И понятно, что там отчасти из-за каких-то идеалистических и чрезмерно оптимистических представлений о России, отчасти из-за наличия таких групп влияния, ну вот крупные политические партии вполне, сказать, были настроены на
продолжение и даже углубление сотрудничества с Россией, несмотря ни на что. Это очень негативно сказалось на политической атмосфере в Германии в целом. Дело в том, что о том, что происходит в России, в принципе, в Германии люди знали. Да, и печатные, и электронные медиа довольно качественно освещали то, что в России происходит, и что там, значит, устанавливается диктатура, какая там ужасная ситуация с правами человека, как там преследуют инакомыслящих, как там преследуют меньшинства разные, какие угодно, и так далее, какой там царит произвол. И это все, значит, соседствовало с призывами больше дружить, развивать кооперацию и так далее, и так далее. И на этом фоне, конечно, все разговоры о важности демократических принципов, важности либеральной и ценности либеральной демократии, соблюдения прав человека, соблюдения демократических процедур и так далее, практически для любого гражданина звучали довольно лицемерно. То есть, с одной стороны, ты вроде бы говоришь принципы, а с другой стороны ты говоришь, вот Украина, чего это они там сопротивляются, надо бы им, значит, ради мира чем-нибудь поступиться, а чего это они так, значит, уперлись. И после того, как началось полномасштабное вторжение в 2022 году, в первый момент реакция у многих была такая: ой, как же мы, значит, это проморгали, как же мы были неправы, что посылали в адрес Путина неправильные сигналы. Что там, например, что мы его не наказали Россию и таким образом стимулировали эту агрессию. Но сигналы, они были направлены, естественно, не только на Россию, они были направлены и вовнутрь. И люди прекрасно видели, что и понимали, что все эти декларации принципов и все разговоры о, так сказать, ценности демократии и так далее не очень на самом деле всерьез, потому что если люди, которые нам говорят: ой, нам нужно бороться с популистами, для нас важны демократические ценности, и эти же самые люди считают возможным так или иначе, значит, объяснять, решать за украинцев, что им может быть совсем и неплохо жить в тирании, а не в демократии, то конечно, это оказывало очень разлагающее влияние на немецкий политический климат. Недавно в интервью Deutsche Welle вы говорили, что от Германии в сложившейся ситуации ждут лидерства как немцы, так и европейцы. Не приведет ли пересмотр Берлином своей роли в мире к беспокойству, в том числе ее нынешних партнеров? Мы знаем, что после войны Германия больше сфокусировалась на своей экономике, меньше на влиянии политическом на международной арене. Сейчас, когда от нее требуют лидерства, это означает или не означает расширение ее политического влияния в мире? При всех, сказать, сложностях и при всей турбулентности политической жизни Германии, Германия пока еще остается демократией, либеральной демократией, и общественное мнение все-таки оказывает довольно существенное влияние на политику, на политические решения. Так вот, общественное мнение в Германии, как вы правильно заметили, в послевоенное время сформировалось такое, что
людям комфортнее и привычнее видеть Германию такой тихой провинциальной страной, которая держится несколько, так сказать, в стороне от больших политических событий в мире, а свое влияние осуществляет благодаря, так сказать, своей экономической мощи. Ну и, собственно, эта самая экономическая мощь и нежелание участвовать в большой политике – это то, что приносит людям, жителям, гражданам Германии стабильность, спокойствие и благосостояние. Поэтому, когда мы говорим, что от Германии ждут лидерства, тут важно уточнить, а кто от нее, собственно, ждет лидерства. От нее ждут лидерства как раз европейские партнеры, большая часть. От нее ждут лидерства и малые страны Европы, у которых нет такой экономической мощи, потенциально нет такого военного потенциала. Ну, Германия сейчас в военном смысле далеко не сильная страна, но и, Да, собственно, но и не карлик тоже. но военный потенциал Германии, он ограничен, и это тоже последствия Второй мировой войны. Нет, это не последствия Второй мировой войны, это последствия окончания холодной войны и политики, ну, собственно, сближения России с Россией, добровольной самопровинциализации. Потому что после Второй мировой войны, после вступления Федеративной Республики в НАТО, встал вопрос о возобновлении, восстановлении военного потенциала Германии, о повторном вооружении Германии. Этот вопрос был решен позитивно. Значит, Бундесвер внутри НАТО создавался и развивался как довольно мощная армия. Имелось, естественно, в виду при этом, что Германия может стать потенциальной ареной боевых действий, если холодная война станет горячей. В Германии была воинская повинность, в Германии была довольно большая армия, вот, там периодически принимались разного рода решения об увеличении военного потенциала, которые там сталкивались как раз с некоторым сопротивлением со стороны населения. Но на момент объединения Германия была в военном отношении вполне себе мощной страной. Но тем не менее, вы признаете, что сейчас в военном сейчас, отношении... Конечно, Да. Сейчас совершенно все по-другому. Вы много лет работали и в России, поэтому интересно ваше мнение о том, что будет после Путина в России. Это, кстати, довольно важный вопрос для планирования политического будущего и военной политики, оборонительной политики Германии и западных стран в частности, потому что есть там точка зрения, которая в какой-то момент была очень сильной, потом она все-таки стала менее сильной, что и полномасштабная война против Украины, и вообще всяческие безобразия, которые происходят в России, это прежде всего ответственность Путина. И если считать, что, значит, все дело в Путине, а не станет Путина, и все поменяется и вернется к какому-то там, более нормальному, более, так сказать, предсказуемому и мягкому состоянию, то тогда, возможно, нужно вкладывать бешеные миллиарды в
развития оборонной промышленности и вообще оборонительных возможностей и военной машины европейской и так далее. Значит, если считать, что проблема не в Путине, то, конечно, нужна какая-то долгосрочная стратегия отношений с Россией, которая не исходит из того, что Россия – это, значит, стабильная, дружественная, потенциально дружественная страна и надежный партнер, а наоборот считает, что Россия – это потенциальный источник какой-то угрозы для, значит, Германии и для западных стран. Я склонен согласиться с этой точкой зрения. Я не думаю, что, что после смерти или там ухода Путина что-то самым принципиальным образом в России поменяется. Ну, может быть, чуть-чуть более предсказуемым станут политические решения, может быть, немножко меньше будет, сказать, уровень агрессии, направленный наружу или вовнутрь, это трудно сказать. Нужно исходить из того, что Россия, пока она существует, и пока она существует в таком виде, и в таком виде государственности, скажем так, какой имеется сейчас, для россиян, может быть, что-то и изменится, а для какой-то части россиян, по крайней мере, а для внешнего мира принципиально не изменится ничего. И за любой фазой смягчения обязательно последует фаза эскалации. Николай, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. Сегодня мы беседовали с колумнистом Frankfurter Allgemeine Zeitung Николаем Клименюком. Это «Наизнанку» — проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!